Доброе утро, уважаемые телезрители. Игры, в которые мы играем, это выражение, как никакое другое, соответствует образу жизни и образу поведения, скажем, на сцене нашего выдающегося великого земляка, баса Федора Ивановича Шаляпина. Сегодня годовщина со дня рождения нашего прославленного соотечественника. И, конечно же, одной из самых крупных ролей у Шаляпина, несомненно, это Дон Кихот. Впрочем, это и Мефистофель, это и демон, это тот образ из русской и зарубежной литературы, преследующий нас уже не одно, скажем так, столетие. Сегодня немыслим фестиваль без искусствоведа Святослава Белза, который впервые появился в Казани в мае 1994 года на Нуриевском фестивале, и с тех пор он осеняет своим присутствием любой праздник музыкального искусства. Сегодня в гостях нового утра Святослав Белза. Конечно, вы знаете, я давно подружился с Казанью, с Татарстаном и с театром оперы и балета имени Мусы Джалиля. И я не первый раз выхожу на эту уже теперь, можно сказать, прославленную сцену. И в том числе во время Шаляпинского фестиваля, вот нынешний уже 32-й по счету, это фестиваль «Долгожитель». И это, конечно, заслуживает всяческого уважения. И нужно сказать, что фестиваль этот достойное такое приношение памяти великого певца, который здесь родился. Здесь перебывали практически все звезды отечественной оперы, начиная с великой Ирины Константиновны Архиповой, и многие зарубежные. И меня очень радует, что вот продолжается вот эта традиция и сохраняется высокий уровень. В общем, все это как-то очень впечатляет, и приятно, что фестиваль продолжался, несмотря на все катаклизмы и политические, экономические, что происходили в нашей стране, но фестиваль, видите, не просто выжил, а приобрел действительно широчайший резонанс. А как говорил еще Гёте, чтобы понять поэта, это можно отнести, в общем, к любому творцу, нужно побывать на его малой родине. И, конечно, чтобы понять Шаляпина, его истоки, важно побывать в Казани, тем более, что Казань так на глазах хорошеет. И приятно, что Ее Величество опера поселилась здесь вот 140 лет назад, и поселилась, видимо, навсегда. Кстати, 140 лет назад опера главенствовала даже над драмой. То есть предпочтение было опере, как, собственно, в Казани сейчас, это я говорю без реверанса особого. Это случайно или нет? Ну, вы знаете, в общем-то, это давняя традиция театров. Так бывало и в Москве, и в Петербурге, когда, в общем, в одном даже здании шли и драматические спектакли, и оперные, ну и оперетты иной раз. Вот соперничества такого не было, была тяга к искусству. Ну, а опере действительно, в общем, нужно сказать, всегда хорошо жилось в России, и не только в столицах, Москве и Петербурге, но и вот в так называемой провинции. Ведь как было в старые времена, в веке XIX, так и сейчас в провинции очень много живет людей совершенно не провинциального уровня душевных запросов и мировоззрения и каких-то интеллектуальных потребностей. Поэтому так много гастролировали итальянские труппы, скажем, в XIX веке по России, потом вот стали образовываться
отечественные труппы. Иной раз, видите, здесь соседствовали и вольные, так сказать, артисты, и крепостные, просвещенные помещики устраивали свои крепостные театры. Все это, но опера очень прочно утвердилась, и Казань была одним из первых городов за пределами Москвы и Петербурга, где опера так победно шествовала, и это приятно. Я поздравляю всех с годовщиной рождения Федора Шаляпина. Хороших вам впечатлений на фестивале, носящем имя нашего земляка. Наша программа продолжается.